Сегодня Сыктывкарский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Экс-руководителя региона обвиняют в превышении должностных полномочий в 2013-2014 годах. По версии следствия, пользуясь своим статусом, Гайзер дал незаконное распоряжение на тот момент мэру столицы Ивану Поздееву выдать участки земли под строительство жилых домов строительной компании «Деловой альянс», одним из владельцев которой был Александр Альшевский, бывший управделами главы Коми. Процедура отчуждения муниципальной собственности проводилась без проведения торгов по заниженной стоимости. За 6 участков вместо рыночной стоимости в 11,5 миллионов рублей городской бюджет получил в 4 раза меньше. В 2016 году Иван Поздеев, который полностью признал вину, изобличив соучастников и возместив ущерб за махинацию с земельными участками для строительства, получил срок в 3 года условного лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей. Поскольку сроки давности по этому преступлению уже истекли, прокуратура была готова снять обвинение с Вячеслава Гайзера, но он настоял на судебном разбирательстве. Вот часть его интервью телеканалу «Юрган». Ваше отношение к обвинению, к нынешнему по этому делу, который сейчас будет рассматриваться, ваша позиция? Ее можно очень коротко выразить. Конечно, я не признаю того, что, собственно, было сформулировано этим следствием. Прекрасно знаете, что это дело еще 5 лет назад, сроки давности по нему истекли. Я мог просто признать свою вину, не приезжая, закрыть это дело. Но раз я уж терпел этот месяц, а я месяц на этапе был, кто этап проходил, знает, что это очень непростое мероприятие, то, наверное, для меня принципиально важно показать в очередной раз, что это не просто очередная пустышка, а очередная попытка сведения со мной счета. Это не прошло 5 лет назад, не пройдет и сейчас. Вот и все. То есть я буду, естественно, доказывать абсолютную необоснованность тех обвинений, которые были сформулированы в рамках этого дела. Для этого и приехал. Следствие по уголовному делу вел Центральный аппарат Следственного комитета. Сегодня гособвинитель зачитал основные пункты обвинения. Гайзер их не признал. Были допрошены представитель потерпевшего и свидетель. Процесс продолжится завтра. Отметим также, что из-за эпидобстановки на заседании по решению суда были допущены только 2 республиканских СМИ, в числе которых телеканал «Юрган».